Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшевшара. И сегодня в выпуске. В Гагарском районе по итогам 8 месяцев план поступления налоговых сборов и платежей выполнен на 132,3%. Наркозные аппараты и 4 фетальных монитора закуплены Министерством здравоохранения для отделения родовспоможения республиканской больницы. В Институте экологии Академии наук Абхазии открылась лаборатория биоиндикации и микологии. Старшеклассники из 5 сел Галского района посетили Сухумский государственный колледж, чтобы узнать побольше об учебном заведении. Начнем выпуск с печальной вести. На учениях в Норильске при исполнении служебного долга трагически погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Зиничев погиб, спасая режиссера Александра Мельника, который прибыл в Норильск для выбора места съемок нового документального фильма, посвященного развитию Арктики и Северного морского пути. По данным МЧС России, Мельник сорвался со скалы в воду. В этот момент рядом находился Зиничев. Министр прыгнул за ним. По словам очевидцев, он ударился в выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу. Однако Зиничев и Мельник скончались еще до приземления. Евгению Зиничеву было 55 лет. Он пробыл на посту главы Министерства по чрезвычайным ситуациям России 3 года. От имени руководства Абхазии от себя лично соболезнования семье и близким Евгения Зиничева передал президент Абхазии Аслан Бжаня. Уход из жизни преданного своему отечеству патриота – большая потеря для семьи и государства. Его героический поступок лишь подтверждает высокие идеалы, присущие истинно государственным деятелям, отметил глава государства. Глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Евгения Зиничева также выразили руководство и личный состав МЧС Абхазии. Военные медики мобильного многопрофильного госпиталя, развернутого на территории пансионата Айтар в Сухуми, приняли на лечение и консультацию более 400 жителей Абхазии с коронавирусной инфекцией. Из них амбулаторно 322 человека, стационарно 127. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа. Более 40 человек уже выписаны из госпиталя. Пациенты прошли необходимый курс лечения, после которого повторные лабораторные исследования на присутствие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты получили дальнейшие рекомендации от лечащих врачей. В мобильном лабораторном полевом госпитале проведено уже порядка 1400 различных клинических исследований, в том числе более 1000 ПЦР-тестов и 540 обзорных рентгенограмм грудной клетки. Плановые показатели по налоговым сборам и платежам на текущий момент перевыполнены во всех районах республики. В Гагарском районе по итогам 8 месяцев план выполнен на 132,3%. Сария Кварацхелия продолжит тему. Итогом 8 месяцев 2021 года при плане 344 миллиона 166 тысяч рублей фактическое поступление в бюджет Гагарского района составило 459 миллионов 576 тысяч рублей. План выполнен на 132,3%. Динамика по сравнению с предыдущим годом составила 293%. В связи с тем, что мы все знаем, какие ограничительные меры действовали жесткие в 2020 году, поэтому для сравнения таких показателей на 2020 год не совсем корректно применять, поэтому мы смотрим и сравниваем аналогичные цифры за аналогичный период с полноценным 2019 годом, в сравнении с которым динамика также положительная и составляет более 165%. Выполнение плана, как и перевыполнение, наблюдается по всем видам налогов. Как добавил Эдгар Беня, они намерены держать такую планку до конца текущего года. Бюджет Гагарского района на 2021 год в начале года составлял 614 миллионов. В середине года, наблюдая определенную динамику положительную в собираемости налогов, перевыполнению плановых показателей, было произведено увеличение бюджета плана нашего. И на сегодняшний день годовой план 2021 года у нас составляет 643 миллиона 559
тысяч рублей. Из этой общей суммы 643 миллиона, в частности, местный бюджет составляет 368 миллионов 220 тысяч рублей. Остальная сумма – это то, что поступает непосредственно в республиканский бюджет, а это в местный бюджет. И распределен план в местный и республиканский бюджет. Такая хорошая положительная динамика в собираемости налогов непосредственно нельзя не связывать с достаточно хорошим курортным сезоном в 2021 году. С учетом того, что основные поступления в данном районе складываются из платежей предпринимателей, осуществляющих свои функции в курортной сфере, также большие усилия по своевременному и качественному администрированию налогоплательщиков прикладывает коллектив инспекции. Огромную помощь и поддержку оказывают как центральный аппарат Министерства по налогам и сборам, так же и администрация Гагрского района. И, естественно, нельзя не говорить о том, что большая часть наших налогоплательщиков, которые добросовестно выполняют свои обязательства по своевременному внесению и в полном объеме своих обязательств по налоговым платежам, играет нам большую добрую службу в выполнении поставленных задач. За счет средств бюджета Гагрского района было закуплено 4 единицы спецтехники, новые мусороуборочные машины. Одна была отправлена в Пицунду, остальные 3 будут работать в Гагре. За счет средств бюджета района для Гагрской ЦРБ также был приобретен реанимобиль на сумму 5 миллионов 847 тысяч рублей. Сария Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Гагре на базе районной больницы запущена молекулярная лаборатория, где производится ПЦР-диагностика на наличие коронавирусной инфекции. Кроме того, для ковид-отделения закуплена новая установка для рентген-аппарата и заказаны кислородные баллоны. Подробности в репортаже наших коллег из Гагра ТВ. За счет средств администрации Гагрского района для центральной районной больницы был приобретен реанимобиль на сумму 5 миллионов 847 тысяч рублей. Машина марки Volkswagen является фирменной, полностью укомплектованной необходимым оборудованием. А также силами администрации Гагрского района было отремонтировано помещение под молекулярную лабораторию в центральной районной больнице. Оборудование было закуплено за счет республиканского бюджета. На сегодняшний день эта лаборатория уже функционирует и способна принимать до 200 биоматериалов в сутки. Первые пациенты в лабораторию обратились 22 числа. В первую очередь открытие данной лаборатории стало необходимо из-за пандемии коронавируса. На ремонт и оборудование молекулярной лаборатории было потрачено 4 миллиона 100 тысяч рублей. На сегодняшний день эта лаборатория уже функционирует, производится забор биоматериала, выдаются анализы. Вчера был первый день, кстати, из 84 сдавших анализы у 7 уже было подтверждение. Эта лаборатория, она сослужит нам хорошую, добрую службу в выявлении и предупреждении данного вида заболевания. Ранее для нужд ЦРБ была закуплена установка для рентген-аппарата на 968 тысяч рублей. Помимо этого, администрация заказала кислородные баллоны на сумму 400 тысяч рублей для ковид-отделения, которые прибудут в центральную районную больницу в ближайшее время. Для баллонов готовится специальная площадка, на которой они будут базироваться. Совместно с главврачом центральной районной больницы и администрации Гагрского района запланированы работы по монтажу газоснабжения для ковид-отделения, которое было оборудовано с начала пандемии в Гагрской ЦРБ. Насколько мы знаем, у нас в Гагрской больнице был задействован стационар. В этом стационаре на сегодняшний день лежит 45 человек больных, из них 10 человек являются тяжелыми. Наши медики делают все возможное, и проблему порой создает сама кислородная подача, то есть им физически приходится переносить эти тяжелые баллоны, подключать к пациентам, к больным. Сам монтаж газоснабжения, он подразумевает разводку, то есть это будет централизованная система подачи кислорода, точечно, индивидуально пациенту будет подаваться кислород. Нами сейчас работы будут проведены на 1 800 000 рублей. Это получится 22 точки подачи кислорода. Также администрацией района планируется закупка 2 линейных автомобилей скорой помощи. Один из них отправится в Гудаутский ковид-госпиталь на временное пользование.
В августе месяце, в первых числах, мы думаем ориентировочно где-то к 10 числу данные автомобили тоже будут на территории республики. Из них один автомобиль будет передан в Гудаутский стационар, ковид-стационар, во временное пользование на тот период, пока есть необходимость. Необходимо отметить, что администрации Гагарского района была погашена задолженность по ковид-медикаментам за ноябрь и декабрь месяцы на 3 миллиона 200 тысяч рублей. Согласно распоряжению главы администрации Гагарского района Юрия Хагуш, были проведены работы по замене водопроводных труб на территории больницы, а также проложено новое полотно асфальта. Электростанция в селе Хышха Гагарского района Багнар ГЭС выставлена на конкурс по приватизации. Об этом сообщается на сайте администрации района. Общая площадь объекта 491,18 квадратных метра. Начальная цена продажи 1 миллион 324 тысячи 583 рубля. Восстановление и запуск объекта в эксплуатацию в течение 3 лет с изменением целевого назначения. Объем инвестиций не менее 5 миллионов рублей. Прием заявок на приватизацию объекта осуществляется в здании администрации Гагарского района. Наркозный аппарат и 4 фетальных монитора закуплены Министерством здравоохранения для отделения родовспоможения республиканской больницы. Данное оборудование необходимо для диагностического обследования во время беременности. Алика Трапша скажет подробности. Наркозный аппарат является неотъемлемой составляющей современной хирургии, реаниматологии и анестезиологии. Это универсальный прибор, который предоставляет возможность во время хирургических вмешательств и разнообразных медицинских процедур реализовать подачу специальных, точно дозированных веществ пациенту. Наркозный аппарат может использоваться для организации искусственной и вспомогательной вентиляции легких. Устройство позволяет медикам постоянно мониторить основные жизненные параметры пациента и дает возможность успешно проводить медицинские вмешательства, которые требуют наркоза. Минздрав республики приобрел за 2 миллиона 800 тысяч рублей современный наркозный аппарат для отделения родовспоможения республиканской больницы. Аппарат новый, современный, выполняет все функции заданные. У нас, конечно, были наркозные аппараты до сих пор, мы много лет работаем, и без наркозного аппарата роддом существовать не может. Но мы тоже, как многие современные учреждения, хотим двигаться вперед, хотим приобретать лучшее оборудование, с чем мы обратились в Министерство здравоохранения, и министр нас услышал, помог нам, и было закуплено вот такое замечательное оборудование. Старому аппарату для наркоза 12 лет, при этом его эксплуатационный срок не больше 5 лет. Но несмотря на это, аппарат тоже в рабочем состоянии. Однако он уже не выдает все необходимые параметры. С новым наркозным аппаратом уже проведены 4 операции. Врачи-анестезиологи отмечают, что у аппарата большие преимущества. По сравнению со старым, этот аппарат обладает 6 режимами, который старый, допустим, имел только 2 режима, 3. И на старом запчастей уже нету. Не поставляются. А этот аппарат новый, для экстра-класса анестезии можно проводить. Плюс помимо обычно, что аппарат ИВЛ наркозный дает, тут еще можно газами тоже работать. Один испаритель стоит, севофлюоран, надеемся, будем тоже ими работать. Помимо взрослых, здесь можно еще любой возраст использовать, как дети, так и новорожденные. Так что аппарат обладает некоторыми техническими данными, допустим, что этот не имеет. В отличие от него, у него сразу встроенный компрессор, и он может работать кое-какое время на своем автономном режиме, имеется на батарейке, даже если свет выключат. Помимо наркозного аппарата, Минздрав закупил для роддома на сумму 1 миллион 300 тысяч рублей 4 фетальных монитора для диагностического обследования плода во время беременности или в течение родовой деятельности. Уже оплачено 4 фетальных монитора для регистрации сердечной деятельности плода в родах, для регистрации шевеления плода до родов, в родах у беременных женщин. Очень современное, нужное, довольно дорогостоящее, честно говоря, оборудование. Но без такого оборудования никакой роддом современный существовать не может. Кроме всего прочего, врачи родильного дома регулярно выезжают за границу, участвуют в различных конференциях, повышают свою квалификацию. Вот только вчера мы вернулись с конференции, международной конференции, которая проходила в Сочи.
Называлась она «Статус Presence» под руководством профессора Родзинского. Большой коллектив наших врачей выезжал на учебу. Выслушали огромное количество лекций. Было всего проведено 1100 лекций. Конечно, успеть на все лекции одновременно невозможно, но каждый выбирал себе то, что ему нужно для работы. Вот. Ну, со своей стороны мы очень стараемся. Думаю, что наши руководители тоже хотят, чтобы наше учреждение выглядело современно, прилично, чтобы у нас было все, что нужно для слаженной работы. Что касается коллектива, я думаю, что мы не подведем. В Сухумском родильном доме делается все возможное для создания комфортных условий пациентам, чтобы, используя современное оборудование, они получали необходимую медицинскую помощь. Аля Катрапш, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 87 жителей Сухума собрали и передали Минздраву Абхазии 1 миллион 724 тысячи рублей. Основная сумма из собранных средств будет направлена на приобретение медицинских препаратов и необходимого оборудования по заявке Сухумской инфекционной больницы. По 200 тысяч рублей будет направлено в Ачамчирскую и Ткварчалскую ЦРБ. Часть средств будет передана Сухумскому амбулаторному центру на приобретение спецтранспорта. Минздрав Абхазии выражает глубокую признательность за инициативу и горячее желание помочь родному здравоохранению. Спасти каштановые леса Абхазии. В Институте экологии Академии наук Абхазии при поддержке Европейского Союза и продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН открылась лаборатория биоиндикации и микологии. Лаборатория будет заниматься изучением и поиском методов лечения паразитических грибковых заболеваний растений. Репортаж Гугуцы Вардания. Грибной патоген крифонектрия порождает крифонектриевый некроз. Говоря простым языком, это рак каштанового дерева. А происходит это так. Споры этого вредоносного грибка попадают в ствол и в ветви дерева через мельчайшие повреждения растительных тканей, распространяясь под корой, что вызывает гибель отдельных участков растения, а позже и гибель всего дерева. Общеизвестный факт, что в настоящее время каштановые леса Абхазии болеют. И это происходит не только у нас, но и по всему ареалу произрастания этих деревьев. Как спасти каштановые деревья Абхазии? Решением этой проблемы на протяжении нескольких лет активно занимаются абхазские экологи. Самый важный шаг в этом деле – открытие в Институте экологии лаборатории биоиндикации и микологии, где теперь можно проводить исследования болезней каштановых деревьев. В данной лаборатории мы провели такие исследования, мы выделили вот эти грипповирулентные штаммы, смогли их размножить и провели первые опыты по прививке каштановых деревьев. Это мы проводили их в Обневосе, это Абхазская научная лесная опытная станция в Ачамчире, и в Сухумском районе. Специалисты института объяснили, как это происходило. Нами были выращены гиповирулентные штаммы крифонектрия паразитика. И в дальнейшем они были размножены, скажем так. Вот. Затем мы из них готовили пасту. Этой пастой мы, соответственно, замазывали пораженные участки коры каштана, высверливались отверстия, туда, значит, замазывалась паста, и затем это все закрывалось корой. Говоря простым языком, для каштановых деревьев была создана вакцина, которую им привили. Результаты этих работ экологи ожидают увидеть весной. Создание лаборатории стало возможным благодаря активной работе специалистов Института экологии Абхазии при поддержке Европейского Союза, а также продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В вопросе спасения каштановых деревьев был изучен и опыт борьбы других стран с вредителем. Материалы были отправлены специалистам в Швейцарию. Наши коллеги из Федерального института леса Швейцарии изучили этот материал и обнаружили гиповирулентные штаммы крифонектрии, выслали нам, и нам удалось вот на протяжении последних 2 месяцев работать над этим. И эти гиповирулентные штаммы были привиты деревьям. Идея открыть подобную лабораторию в Абхазии возникла 4 года назад, однако только сейчас удалось свести все силы и возможности и осуществить задуманное. Для работы в лаборатории были подготовлены специалисты. Благодаря также поддержке ФАО, а также коллег из научно-исследовательского института карантина растений в Москве, мы получили возможность подготовки наших специалистов, которые обучились методикам. И таким образом надо еще отметить, что все сотрудники лаборатории являются выпускниками
Абхазского государственного университета. Тема сохранения каштановых лесов в Абхазии стоит остро. Этим вопросом активно занимаются и в Абхазском государственном музее. Большое внимание изучению этой проблемы уделяет заведующая отделом естественной истории музея Таисия Алания. В этом году каштановым деревьям была посвящена выставка, где были представлены блюда из каштана и каштановые изделия ручной работы. А раньше из каштана даже строили дома, которые до сих пор сохранились в Абхазии. Таисия Алания и ее коллеги смогли обратить внимание общественности на проблему, которая во многом возникла в результате неразумной хозяйственной деятельности человека. Люди вырубали лес нещадно, и все это вызывало распространение болезни. В последние годы к нам попала каштановая орехотворка, еще один вредитель, который наносит очень серьезный ущерб каштановым насаждениям. Ситуация действительно серьезная. Ну вот сейчас Институт экологии занимается очень серьезно этой проблемой. В будущем лаборатория планирует расширить свои возможности, чтобы спасать растения не только от крифонектриевого некроза, но и от других губительных заболеваний. Кукса Вардания, Алексея Гухава, Абхазское телевидение. Работа молодого абхазского кинорежиссера Амры Начкебия вошла в тройку лучших в финале командных соревнований открытого российского национального чемпионата творческих компетенций «Арт Мастерс». Участники конкурса соревновались по 3 направлениям – кино, театр и музыка. В категории кино Амрой был представлен короткометражный фильм «Луиза Делитед». Картина рассказывает о травле в социальных сетях. Мы связались с Амрой Начкебией, и она рассказала, о чем ее фильм и как прошел конкурс. Конкурс проходил в Москве. Это национальный чемпионат открытых компетенций, точнее, национальный открытый чемпионат творческих компетенций. Вот, меня пригласили в качестве эксперта, в качестве гостя, артиста, режиссера. Мы создали фильм от начала идеи со всей этой командой, которая была мне предоставлена. Эта команда досталась мне по жеребьевке. И все члены команды участвовали на всех этапах. И на предпродакшене, на съемках и на постпродакшене. Фильм называется «Луиза Делитед». Тема – это цифровой стресс, точнее, это кибербуллинг, то есть травля в интернете. Просто мы показали это через средневековую картинку и использовали современный интерфейс. План на будущее – снимать кино. А раньше вы снимали фильмы? Нет, это мой первый раз. И какие ощущения? Невероятно, конечно, это очень круто прикоснуться к миру кинематографа. Ознакомительная экскурсия для школьников Галского района была проведена в Сухуми. В поездке их сопровождала руководитель общественной организации «Амиллат» Присурского Цизагумба. Цель поездки – ознакомить детей с возможностями среднеспециального образования в Абхазии. О том, где именно побывали галские школьники и какие у них сложились впечатления, в репортаже Денизы Гергия. Старшеклассники из 5 сел Галского района посетили Сухумский государственный колледж. У ребят была возможность узнать побольше об этом учебном заведении, о специальностях, которым здесь обучают, а также воочию увидеть аудитории. Менеджер по проектам ЭСПРООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии Рафис Абазов рассказал о специальностях и возможностях колледжа. Ребята задавали вопросы преподавателям. Они интересовались условиями обучения, его сроками и оплатой. Директор колледжа Светлана Габли и Рафис Абазов ответили на все вопросы. После ознакомительной встречи ребята осмотрели аудитории, в том числе, где проходят практические занятия. Некоторые из них уже решили, какие профессии выберут. Я учусь в 10 классе. Я хотел бы поступить на программиста. Комнаты хорошо оснащены новыми оборудованиями. И надеюсь, я точно сюда поступлю. Пока что колледж оставляет хорошее впечатление. Я ученик 11 класса. Мне очень понравился этот колледж. И конкретно меня в этом году заинтересовал сантехник. Я посмотрел, что другие, но больше всего меня заинтересовал сантехник. Я, скорее всего, окончу сантехника. И надеюсь, что в следующем году я смогу сюда поступить и окончить это.
В Сухумском государственном колледже ведется обучение по 7 специальностям в очной и заочной форме. Совместная программа ЕСПРООН по улучшению среднепрофессионального образования в Абхазии провела частичную реконструкцию колледжа и оснастила необходимым оборудованием. Реконструкция продолжается и по сей день. По словам менеджера проекта Рафиса Абазова, программа направлена на улучшение качества среднепрофессионального образования в Абхазии до уровня международных стандартов. Элон Маск и Стив Джобс в свое время сказали, что будущее за цифровым образованием, будущее за профтехобразованием и будущее, скажем так, в 21 веке информация является нефтью 21 века. Мы пытаемся привлечь молодежь в современную систему профтехобразования, в современной системе, где дают современные компетенции, навыки, современные знания, особенно с точки зрения приложения специальностей рабочих в современную экономику. Всего в республике 12 средних учебных заведений. Страна нуждается в специалистах среднего звена. Есть возможность привлечь молодых ребят к рабочим профессиям и далее найти свое место на рынке труда. Организация «Амилат Присурско» проводит для старшеклассников всей республики ознакомительные встречи в разных средних учебных заведениях. В этот раз они пригласили галских ребят, чтобы ускорить процесс интеграции со столичными сверстниками. Я хочу обратиться к молодым людям и сказать, чтобы они не стеснялись рабочих профессий, да? Чтобы они пришли бы сюда учиться, получили бы образование, пошли бы работать. Можно, у нас же никто не отменял заочное отделение в высших учебных заведениях. Можно, тот же молодой человек, да, занимаясь своим любимым делом, может зарабатывать, приносить пользу обществу и получить высшее образование. Это тем, кто хочет идти дальше. Сегодня мы привезли из деревень дальних Гальского района детей, да, чтобы они интегрировались в наше общество, чтобы они увидели воочию, что их ждет здесь. Да. Вот их радушно приняли и директор, и преподавательский состав, показали все аудитории. Я думаю, что вот из 20 детей, если даже 2 придут сюда, я думаю, что успех уже обеспечен. После Сухумского государственного колледжа гостей ждали в столичном лицее-интернате. Здесь за трапезой дети познакомились поближе и, возможно, в дальнейшем они окажутся за одной партой в каком-нибудь из средних учебных заведений Абхазии. Дениза Гергия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Со школьниками из сел Галского района, приехавшими в Сухум на ознакомительную поездку по среднеспециальным образовательным учреждениям, встретился мэр столицы Беслан Эшба. Подробности в репортаже пресс-службы администрации города. Глава администрации Сухума Беслан Эшба встретился со школьниками из Галского района, которые в будущем, возможно, поступят в среднеспециальные и высшие учебные заведения, расположенные в столице. Около 20 учащихся 5 сельских школ Галского района в сопровождении учителей и родителей приехали в Сухум по программе общественной организации «Амилат Присурско». Хорошая традиция, теперь уже так получается, как миссия с вашей стороны, с вашей помощью. Дети должны общаться и посещать другие школы в других городах, дружить с ребятами из других городов, конечно. Это общение, оно позволяет обмениваться какими-то хорошими впечатлениями, знаниями в том числе, да? Рассуждая на те или иные темы, и, конечно, человек для себя познает многое нового. Старшеклассникам было интересно ознакомиться с условиями обучения в Сухумском государственном колледже, чтобы принять решение о поступлении. После того, как побывали в колледже, организаторы поездки решили привести детей и к главе города, чтобы у них сложилось целостное представление о столице. Мы стараемся изменить ситуацию вот через это поколение, чтобы в стране, которая называется «страна души», мы должны все душевно относиться друг к другу для того, чтобы изменить свою жизнь и жизнь наших родителей. Поэтому мы делаем какие-то очень большие, на наш взгляд, работы, которые, может быть, со временем принесут плоды. По словам Цизы Гумба, многие хотят учиться в Сухуме, но их останавливает отсутствие общежития при учебных заведениях. И это уже не первое путешествие из Гальского района в Гагарский район, вот сегодня в Сухуме у нас. И у меня есть огромная надежда на то, что это поколение молодых людей, которые родились 16-15 лет назад, они изменят нашу страну
И поэтому сегодня мы безмерно вам благодарны, что вы нашли время увидеться и услышать их тоже. На встрече отмечалось, что гальским школьникам интересно было бы участвовать в образовательных, спортивных и культурных мероприятиях, проводимых в Сухуме. Глава столицы Беслан Эшба напомнил, что сейчас из-за пандемии такие мероприятия не проводятся, но в будущем был бы только рад их участию. Мы все от души всегда рады вас видеть. Да? Город, столица нашей страны всегда готова показать всяческое содействие. Это будет молодежное мероприятие или касается вузов там, и так далее. Настолько, насколько хватает нашей компетенции, мы всегда готовы оказывать содействие. Глава города интересовался, какие специальности привлекательны будущим выпускникам школ. В качестве напутствия посоветовал им хорошо учиться, так как полученный в школе багаж знаний будет подспорьем при обучении в вузах. Главное – это сейчас накопить капитал знаний. Сложнее будет учиться в институте и в университете, если пробел будет в знаниях в средней школе. Это будет сложнее. Это и в жизни так. Если ты что-то пропускаешь, а потом сталкиваешься, приходится отматывать назад. Поэтому не упускайте свое время, интересуйтесь, как говорится, теми и помимо школьного материала еще науками, которые вокруг, значит, той или иной профессии, которую вы для себя хотите. Все зависит сегодня от уровня знаний. Галские школьники были активны на встрече. Без смущения задавали мэру прямые, порой личные вопросы, на которые получали искренние ответы. Так присутствующие узнали, что зарплата у мэра около 18 тысяч рублей, что в школьные годы он готовился стать врачом, а поступил в вуз учиться на экономиста. Сколько у вас зарплата? У меня зарплата, почти 18 тысяч рублей. Стоит ли вообще это лезть в политику? В вашем возрасте мы вообще не думали, что вообще политика это там туда, куда надо стремиться. Мы все стремились получить образование и заниматься делом. Вы думаете кого-то, что с молодости готовят в политику, это неправда. Ни один родитель не хочет, чтобы его дети, я так думаю, я не знаю, может я ошибаюсь, там были в будущем большие политически активные деятели. Они хотят, чтобы они получили образование, получили хорошую профессию, смогли достойно содержать свою семью и быть приличным, порядочным человеком. Если человек рано начинает идти в политику, скажем, просто очень много ошибок могут быть, которые потом могут помешать. Победитель республиканской олимпиады, ученик Тагланской школы Михаил Шарем спросил, легко ли быть мэром, стоит ли заниматься политикой, должен ли человек быть амбициозным и есть ли вершина карьерного роста. На какой-либо работе стоит за чинами за повышение бороться? Человек, если не будет иметь перспективы роста, да, тогда он начинает деградировать. Это везде так. На работе, еще раз говорю, там какие-то цели, задачи не будет себе ставить, и так далее, да, это неправильно. Руководство ставит задачи определенные, и там есть специальные критерии, да, сейчас это модно называть KPI. Конечно, человек должен добиваться и роста, как говорится, карьерного и так далее, но здесь фанатизм должен отсутствовать. Это должно быть обязательно основано на тех показателях, которые человек дает. Каждый руководитель хочет дать результат. А если у него в команде работают непрофессионалы, то страдает результат. А если страдает результат, значит плохой руководитель. Взрослые, сопровождавшие школьников в поездке, поблагодарили мэра за теплый прием и интересную беседу. Здесь очень полезная информация, надеюсь, они многое учтут в будущем, поскольку с молодежью обязательно, мне кажется, нужно говорить всегда. По просьбе школьников после встречи все вместе сфотографировались на память с главой столицы. Амра Амичба, Алексея Гухава, пресс-служба администрации города Сухум. 9 сентября в Ткварчале состоится матч 12-го тура второго этапа чемпионата Абхазии по футболу сезона 2021 года. Встречаются ткварчалский «Шахтер» и команда футбольного клуба «САДЗ» поселка Цандрыпш. Начало матча в 16:00. Напоминаем, что прямую трансляцию всех матчей можно смотреть на канале абхазского телевидения, в системе «Спорт» и в соцсетях. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в четверг, 9 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 14-19, днем 22-27 градусов тепла. Температура морской воды плюс 25 градусов. На этом информационный выпуск Амшейвшара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.